Альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва ба'д. Поминание имени Аллаха перед едой является сунной посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Сообщается, что Умар ибн Абу Саляма, радийаллаху анху, сказал: «Когда я был в доме пророка, саллиллаху алейхи вассалям, я безрассудно хватал еду из-под носа. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я гулям, саммилляха, ва куль бияминик, ва куль мимма ялик». «Юноша, помяни Аллаха, ешь правой рукой и ешь из того, что перед тобой. А если вы забыли помянуть имя Аллаха перед едой, то это можно исправить во время еды». Передаются слов Аиши, радийаллаху анха, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида акаля ахадукум туаман фальякуль бисмиллях». «Принимая за еду, пусть каждый из вас помянет имя Аллаха. Фа иннасия фи ауалихи, если же он забудет помянуть имя Аллаха в начале еды, пусть скажет: бисмилляхи фи ауалихи ва ахирихи, с именем Аллаха в начале и конце ее». Это поминание дает нам силу в борьбе против шайтана. Передаются слов Джабира, радийаллаху анху, что он слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда человек входит в свой дом и поминает Аллаха при входе и во время еды, шайтан говорит своим приспешникам: «Ля мабита лякум валя ашаа», «Не будет для вас ни приюта, ни ужина». Если же человек вошел в дом, не помянув Аллаха при входе, шайтан говорит: «Адарактумуль мабита», «Вы получили приют». А если он не поминает Аллаха и во время еды, шайтан говорит: «Адарактумуль мабита валь ашаа», «Вы получили и приют, и ужин». Если человек перед едой поминает имя Аллаха, то шайтан не может есть и остается голодным. Таким образом, он становится немощным, и мы имеем больше шансов преодолеть его. Также поминание имени Аллаха делает еду благим не только в воздействии на тело человека, но и увеличивает ее. Сообщается, что Аиша, радийаллаху анха, сказала: «Как-то раз, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ел вместе с 6 своими сподвижниками, пришел один бедуин и доел всю еду, взяв сразу 2 куска. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ама иннаху лау закара смаллахи лакафакум». Поистине, если бы он помянул имя Аллаха, еды обязательно хватило бы вам всем. Следуйте сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и вы пойдете прямым путем. «Ва ин тути'уху тахтаду». Если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. Ва саллаллаху ва салляма аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.